Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто одержим мыслями о вас? Кто этот человек? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь мужчина мне идет, как в ограничениях, между вами стена. Здесь явно кто-то из вас не свободен. То ли вы замужем, либо парень у вас есть, то ли мужчина женат, да? Может, сожительствует с кем-то. Здесь вот как стена, она же ключ. Стена, потому что невозможно сейчас, да, не получается, недоступны друг другу. Ну и ключ, потому что вы друг к другу, как ключи к счастью идете, подходите идеально, да, для того, чтобы счастливыми стать. И мужчина это чувствует, мужчина это понимает. Мужчина мне идет немножко замученный тем, что у него много работы, много ответственности, много обязанностей, вот как много паразитов на нем сидит, да? Может, это родственники, может, это семья, вот как будто бы все с него прям тянут, забирают, но при этом ничегошеньки взамен ему не дают. И вот единственная его отрада в жизни — это вы. Это видеть вас, любоваться вами, наслаждаться вот этими редкими моментами, когда он может, не знаю, там, мимо пройти, либо посмотреть вашу новую фотографию. Вы его отдушина, вы его лучик счастья. И вот пока есть, хоть и призрачная, но надежда, он держится на ногах, хотя голова у него кругом идет. Просто вот кругом, да, вот если посмотреть, во что превратилась его жизнь, можно вот просто вот кричать караул, и этого будет недостаточно. Хотя мужчина здесь показан состоявшийся, у него как все есть: дом, квартира, машина, работа, деньги, да, вроде как реализовался полностью, а вот счастья в жизни нет, абсолютно нет. И ранее никогда еще и не было. Знаете, вот как никогда счастья не познал. Счастье именно в любви. Вот. Ну, тут вы появились, и мужчинка начал оживать во всех смыслах слова. Вот прям тянет, безумно тянет к вам. Сначала он боролся, сопротивлялся, а потом такой: одна жизнь. Чем я сопротивляюсь таким сладким чувствам? Да. Но вы как-то с ним видитесь, либо вместе работаете, либо в одной компании. Может быть, вы работу какую-то для него делаете, либо он для вас, либо организация, в которой он работает, либо это его организация. Здесь какие-то есть редкие встречи. У кого-то отыграется, что мужчина, допустим, в интернете пасется, в ваших соцсетях, в поисках там новых фотографий. Может быть, у вас какой-то был даже роман непродолжительный, как курортный роман. В общем, мужчина явно не свободный. У мужчины очень симпатичное лицо, и у него такая прям харизма, да, прям чувствуется, что он сильный, смелый, добрый, хороший на самом деле мужчина, но несчастный. Так мне идет. Если вы в любовном треугольнике с ним состоите, девочки, тут уже, как знаете, все предопределено.
Именно вы ему показали, что значит любовь. Именно вы показали, что значит страсть. Именно с вами он познал то, что было ему ранее никогда недоступно. Да? Вот раствориться в любви, получить удовольствие в любви. Вот именно вы ему как новый свет показали, как новый мир открыли. Что с этим мужчиной сейчас? Ну вот я вижу, что он очень крепко задумался о том, чтобы всех этих паразитов сбросить со своей спины. Ну, не иначе, как о разводе задумался. Развестись, разойтись. Что-то его останавливает, либо пугает, но с другой стороны он такой: я готов за счастье заплатить. Ну, вы его счастье, да, и он готов заплатить для того, чтобы, ну, как развестись получается. Долго, конечно, мучительно он думал, но то ли он уже как возраст у него, да, то есть какую-то определенную часть жизни прожил, и такой: нет, я больше так не хочу. Я не хочу быть несчастливым, я хочу любить, я хочу быть любимым. Я хочу с любимой женщиной там провести остаток своих дней. Да, вот такие мысли у него идут. Еще здесь показано, что он очень сильно боится вас потерять. То ли за вами еще кто-то ухаживает, то ли вы дали повод для ревности. Ну, может быть, вы тоже не свободны, да, может быть, это и не треугольник, может быть, это у кого-то четырехугольник отыграется. Но вот такая вот ситуация. Но вам мужчина вот прям идет, что нравится. У кого-то прям нравится, а у кого-то прям влюбленность идет в этого мужчину. Но вы явно к нему неравнодушны. Вы и явно вот посматриваете на него, да, говорите: о, какой красавчик. Ну, либо вы уже в отношениях, и это ваш мужчина, и вы это понимаете. Вот, но сложный путь к счастью, да, все-таки стена стоит, надо же еще постараться эту стену сломать, этот ключ вынять, да, и открыть дверь в свое личное счастье для вас и для него. Но это все он будет брать на себя, мои хорошие. Вам ничего делать не надо. Вам нужно просто либо расслабиться и довериться, ну, либо заниматься собой, своей жизнью, как бы, и все случится само по себе для вас. Да? На самом деле это мужчина должен все сделать. Смотрите, чем сложнее вы ему достанетесь, либо чем дороже вы ему достанетесь, тем крепче будут ваши отношения. Ведь ему тоже хочется почувствовать себя рыцарем. Ему хочется почувствовать, что он ради любви там многим жертвует, да, вот это для него важно. Но вы, пожалуйста, слишком там его не провоцируйте на ревность, а то он такой, знаете, и воспламениться может, да, может там пойти кому-то морду набить, там, да, устроить скандал, разборки, ну, к чему это, да, еще там ему уголовка, к чему она. Не стоит, девочки, не стоит провоцировать. Так, еще здесь показано, что у мужчины было недавно вот прям время на то, чтобы предаваться мечтам о вас. Он тут мечтал о каких-то поездках, о кругосветках, мечтал о каком-то огромном шикарном доме. Вас он королевой представлял, такой: вот я из нее королеву сделаю, там с иголочки одену, корону ей куплю. Ну, будете смеяться, но вот он думает о какой-то короне. Может, это какое-то украшение, там, не знаю, брошь, либо действительно как этот диадема, может быть, какая-то. Вот о чем-то таком думает. Прям видит вас в этом и умиляется. Там: боже, как ей идет, как она хороша. Но об этом он думает. Думает о том, что когда вы будете вместе, вот когда наступит это счастливое время, вот он с вами закроется там дней на 10, да, чтобы прям вообще никуда не выходить, только предаваться любви с вами. Тут фантазии, да, фантазии. Ну, думай, девчонки, что тут поделаешь? Одержим, он вами одержим, да, вот его и показали, не свободный мужчина. Ну и вы, возможно, не свободны, хотя, может, и треугольник. Одержим вами. Вы как последний шанс на счастье, вот как-то так он вас воспринимает. Либо вы единственная, кто смогла зажечь в нем любовь, в его сердце зажечь любовь. Конечно, он будет делать все для того, чтобы быть с вами. Он уже встал на этот путь. Хоть этот путь и очень сложный, и очень много от него потребует, особенно вот, ну, как жертвы мне идут, да, пожертвовать там бизнесом успешным, пожертвовать деньгами, имуществом, пожертвовать даже нервной системой, но он пойдет на эти жертвы.
Поверьте, счастье важнее, любовь важнее, чем вот материальное, чем имущество. Тем более этот мужчина, он с головой, у него руки золотые, из правильного места растут. Даже если он что-то вот прям потеряет, пожертвует, поверьте, он заново заработает. Если у него будет как стимул, там будет с ним женщина, которая будет вдохновлять, то он еще больше заработает. Да, полюбил, он действительно вас полюбил. Он очень сильно вас возжелал. Вы, дорогу к счастью ему показали, да, либо показали, что можно быть счастливым. Можно быть счастливым. Мне идет, что эта встреча, она была не случайна. Как будто бы вы друг другу по судьбе. То ли какая-то ошибка произошла, да, что вы вовремя не встретились. Ну, либо здесь, может быть, отношения, они идут через, как знаете, сложность, да, добейся этих отношений, тогда ты будешь счастливым. Да, возможно, судьба именно такая. Нужно будет бороться, да, побороться за свое счастье, чтобы счастье свое обрести. Но вот видите, что есть, то есть. Мне идет, что он не свободен. Не свободен. Вам он нравится, ну, либо вы уже в него влюблены. И вы прям сердцем чувствуете, что будет продолжение, что что-то будет. Ну, либо чувствуете, что это ваш мужчина. И сердце вас точно не обманывает. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.